Дорогие гости, уважаемые участники, 24 мая в нашей стране отмечается праздник День славянской письменности и культуры. Славянскому алфавиту более 1000 лет, созданный в IX веке братьями Кириллом и Мефодием. Он и сейчас еще служит многим народам: болгарам, словакам, сербам, белорусам, украинцам, всем славянским народам и всем нам. Этот праздник – День памяти Кириллу и Мефодию. Слово для приветствия предоставляется генеральному директору Дома дружбы народов Корякиной Антониде Николаевне. Спасибо. Дорогие друзья, каждый год 24 мая для нас, россиян, отмечается как праздник Кирилла и Мефодия, как праздник славянской письменности и культуры. И этот праздник, в первую очередь, он ассоциируется с тем, что мы должны более бережно относиться к нашему языку. И русский язык, славянские языки и русский язык в частности для нас, для всех является языком межнационального общения. И в связи с пандемией сложно нам было выбрать форму проведения праздника, так как раньше, если мы в этот день проводили концерты, какие-то встречи большие, глобальные, в этом году мы ограничились одной прекрасной выставкой, но очень нужной. Очень нужной, потому что я хочу поблагодарить Союз коллекционеров, хочу поблагодарить всех наших уважаемых людей, которые, несмотря на загруженность и занятость, они смогли и показали нам очень интересную выставку. И каждый экземпляр – это целая история. И ее посмотрят тысячи и тысячи горожан. Давайте им поаплодируем. Слово передаем руководителю Народного музея Якутии Майе Аркадьевне. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо всем за внимание. Некоммерческая организация «Частное учреждение культуры» Народный музей Якутии. Мы открылись недавно, состоялись буквально в феврале этого года. Мы всех поздравляем с Днем славянской письменности и благодарим Дом дружбы народов, который собрал нас в гостеприимном месте и позволил нам показать коллекции наших коллекционеров. У нас здесь представлен древний артефакт, это псалтырь. Он очень, действительно, ему больше 200 лет. Он, по сути, тоже является основой, потому что старославянский язык преподнесен именно в нем. И он был доступен в церквях, где люди, население могло ознакомиться с ним. И более любопытные, любознательные люди, они уже подчеркивали какие-то знания именно с него, то есть начиная, да? Эта коллекция у нас уважаемого Слепцова Евгения Дмитриевича. Представлен у него также большой крест, Библия, бронзовый подсвечник. На данной выставке очень красивое, очень такую добротную украшение представляет календари, причем не простые календари, а календари буквально 19 века. Сам факт того, что отрывной календарь 19 века, да, отрывной календарь сохранился, конечно, со следами бытования, но он сохранился и представлен большим энтузиастом своего дела, коллекционером, друзьям Михаилом Егоровичем, которого мы очень уважаем, которому очень благодарны за то, что он откликнулся на наш призыв принять участие и показать эти уникальнейшие вещи. Спасибо за гостеприимство, за приглашение. Мы бы хотели и дальше с вами сотрудничать. Пожалуйста, большое спасибо за внимание. Спасибо. Об интересных, уникальных коллекциях расскажет общественный деятель, коллекционер Республики Саха-Якутия Пономарева Светлана Витальевна. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником и хочу поблагодарить за возможность показать часть своей коллекции. Я занимаюсь народной куклой тряпичной.
процессе изучения кукол мне было очень интересно наблюдать за костюмами разных регионов России. Вот, допустим, две куклы у меня. Орловская невеста, игровая кукла, на которой отыгрывался свадебный обряд девочками, где воссоздан полностью костюм. И жених. Парень в нарядной рубахе, и вот эти вот пояс вот в таком виде с тряпочками, это показывает, что парень сосватался уже, сосватал невесту. Это жених. Вот у меня представлены куклы две деснянские красавицы. Это полностью воссозданные в масштабе 1:4 костюмы двух сел Брянской области. Реальные костюмы, которые хранятся в музее. И по куклам можно было проследить историю и развитие костюма, и развитие семьи, развитие каких-то областей регионов по куклам было видно. В рушниках мы видим по узорам тоже все зашифровано было, все было вышивалось по определенным правилам, не просто так из головы. Тоже, я считаю, вышивка – это та же письменность, та же история, по которой мы можем прочитать очень много по истории, по быту. Большое спасибо. Спасибо вам. Уважаемые гости, участники, сегодня мы открываем дверцу в мир искусства и культуры славянского народа. Это выставка «Настоящая энциклопедия», объединенная в одну целую композицию, которую представили активные коллекционеры нашего города. От всей души мы рады всем, кто пришел сегодня к нам на выставку. Приглашаем посетить и окунуться в мир прошлой истории славянской письменности и культуры. И для себя узнать что-то новое. До встречи. Спасибо. Спасибо.